Более 1,5 миллиона граждан страны уже подписались в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина. Это в 5 раз больше, чем требуется. У Путина 413 доверенных лиц. Это известные спортсмены, артисты, представители культуры и искусства, общественные деятели. В Коми это экс-директор гимназии искусств при главе Коми, общественница Мария Кузьбожева и представитель предприятия «Воркута Уголь» Дмитрий Шильников. К слову, в таком почетном и ответственном статусе бывший директор гимназии искусств имени Юрия Спиридонова уже была в первую президентскую кампанию Путина. В ту кампанию ездили, встречались в муниципальных районах, в городах, селах, проводили еще и такую работу, связанную непосредственно с ознакомлением населения, избирателей с новым кандидатом в президенты, поскольку в первую кампанию, естественно, Владимир Владимирович не был узнаваемый. Чтобы стать доверенным лицом, надо было пройти определенную процедуру отбора. Есть доверие ко мне, надежда на то, что избирательная кампания будет организована. В региональном штабе ЛДПР агитационная работа тоже кипит. Листовки и брошюры скоро отправятся по районам, а представители штаба тренируют наблюдателей. 71-летний Владимир Жириновский – первый официально зарегистрированный кандидат и самый опытный. У него это уже 7-я попытка занять кресло президента. Региональная команда Жириновского активизировалась еще в начале декабря. Руководит штабом Михаил Габанов. Кроме того, назначены 2 доверенных лица. Иван Филипченко, которого либерал-демократы выдвигали на пост главы Коми на досрочных губернаторских выборах в 2016 году. И предприниматель из Ухты Елена Теплова. По части программы кандидата, говорят, принципиально ничего не изменилось. На совещании доверенных лиц Владимир Вольфович очень большой акцент делал именно на то, что мы привлекаем сегодня молодежь в свои ряды. И, в общем-то, молодежи у нас предоставляются все возможности проявить себя именно в политической сфере. В КПРФ тем временем работа на новую политическую фигуру – директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Последняя новость на лентах федеральных СМИ – команда Грудинина якобы делает акцент на продвижение в сети. То, что партия использует такой способ по завоеванию своего избирателя, доверенное лицо и секретарь регионального комитета Болеслав Скротский не подтверждает. Что люди поддерживают. Мне даже не важно, сколько там лайков, дизлайков на эти группы. Главное, чтобы люди поддерживали. И результаты голосования, надеемся, что будет и второй тур. В региональном штабе кандидата от партии «Яблоко» Григория Явлинского пока кратковременное затишье. Штаб начал работу в конце декабря. Все подписи в отделении собрали оперативно и даже перевыполнили план. Теперь ожидают регистрацию кандидата, чтобы начать агитацию. В Коми возглавляет штаб Елена Богачева в партии с 1998 года. Кардинально программа не менялась. Просто вот с учетом событий, которые происходят на стране, они, конечно, там изменяются, что-то вносится какое-то дополнение. Улучшить благосостояние народа – это одно главное. Улучшить внешнюю политику. Работают над налогами, чтобы больше в каждом регионе налоги оставались в большем количестве, в большей сумме, чтобы меньше уходило федералам. На поддержку кандидата в президенты Бориса Титова направлены усилия партии Роста. Предвыборный штаб возглавляет предприниматель Алексей Тян. В доверенных лицах тоже представители бизнеса. Для кандидата, действующего бизнес-омбудсмена, это первая президентская кампания. А потому задача штаба сейчас познакомить граждан с новой персоной. Активисты собирают подписи и ищут единомышленников. Предновогодние праздники – это очень суетливо. Но тем не менее сумели начать проводить какую-то работу по сбору подписей, по продвижению агитационного материала. Вообще, чтобы немножко донести до людей, кто такой Титов. Ведь в среде предпринимателей его знают достаточно много, потому что это человек, который очень много сделал для предпринимателей, в том числе, скажем так, вытащил и со скамьи подсудимых, и уберег от каких-то экономических преследований. Ну вот, собственно говоря, такими вещами мы и занимаемся сегодня, как штаб. Штабом кандидата на пост президента Ксении Собчак в республике руководит ухтинец и бывший депутат Госсовета Коми Юрий Сарычев. Информации о работе штаба пока немного. Сейчас основная его задача – собрать подписи в поддержку кандидата. Сегодня была проведена предварительная работа по организации штаба Ксении Собчак на территории Республики Коми. Реализация полноценного штаба будет зависеть от успеха идущей подписной кампании в поддержку Ксении Анатольевны Собчак в стране. Также в нашем регионе и от соответствующего решения российского ее штаба. Предвыборный штаб Сергея Бабурина, выдвинутого от партии «Общероссийский народный союз», возглавляет преподаватель СГУ, руководитель регионального отделения партии Николай Збаражский. Он же доверенное лицо кандидата. Работу начал не так давно и пока занят сбором подписей. Бабурин Сергей Николаевич у нас известный человек, особенно в прошлом. Неоднократно был депутатом Госдумы
Был 2 раза зампредседателя Госдумы. Всегда он был в тех партиях, главной задачей в которых входило возрождение нашей Родины. Всего в списке кандидатов пока 17 человек. Помимо перечисленных, самовыдвиженец, промышленник и заслуженный изобретатель Владимир Михайлов. А далее солидный список представителей партий. Альянс Зеленых, Партия добрых дел, Партия социальных реформ, Честная, Монархическая партия, Ротфронт и Партия социальной защиты. Среди стремящихся занять высшую руководящую должность в России 5 женщин и 12 мужчин. Это должно быть действительно для всех. Уже когда они будут, скажем, кандидаты, все-таки какие-то более равные условия создавать. Прошу на это обратить внимание. Мы не можем сейчас требовать от СМИ больше того, что положено законом. Не можем. Мы можем только обращаться и просить их для того, в интересах наших избирателей, более полно давать картину. Да? Мы и как ЦИК, я тоже попросила и наших коллег, и аппарат тоже стараться более полно на нашем сайте давать, даже этот период кандидатов в кандидаты. Из 17 заявленных претендентов пока лишь 2 официально зарегистрированы. Большинству нужно успеть собрать нужный объем подписей до конца месяца. Таисия Жакова, телеканал Юрган.